Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Чуть было не сказал, как обычно мы находимся. Мы находимся в ресторане Грейден Грин. Со мной Семен Тарбахов, шеф-повар ресторана Грейден Грин. Мой постоянный соведущий вот уже третий год. Здравствуй. Так быстро протараторил. Семен, привет. И к нам в гости сегодня пришла Анна Стручкова. Анна у нас начальник отдела управления документацией и базы данных акционерного общества авиакомпании «Якутия». Анна, здравствуйте, приятно познакомиться. Познакомьтесь с Семеном тоже. Очень приятно. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей передаче. И традиционный вопрос, который я всем задаю в самом начале. С чем вы к нам сегодня пришли, что будете готовить? У нас кулинарный проект, называется «Просто вкусно». Добрый день. Ага. Спасибо за приглашение. Сегодня мы приготовим вместе с шеф-поваром Семеном брускетту. Да? Хорошо. Брускетта. Да. Что это такое? Это у нас легкий, простой, да, просто и вкусно, не зря же так говорит. Решила приготовить брускетту. Она подходит для завтрака, вот как быстро перекуса, да. Ну, если я не ошибаюсь, брускетта это, ну, скажем так, что-то бутерброда, что-то типа сэндвича. Да. Да? Почему выбор пал именно на этот продукт? На это блюдо? На это блюдо. Ну, когда пригласили на эту студию, очень долго думала, что же приготовить. Это выпало брускетта, потому что все-таки он простой и быстрый, и полезный, потому что здесь мы видим овощи, да, помидоры, листья салата, огурцы. Ну, для организма это полезно. Хорошо. А вы готовить любите? Готовить, честно, я не люблю. Ну, тем более тогда спасибо, что пригласили на нашу передачу, потому что сюда приходят обычно те люди, которые хотят похвастаться тем, что они насколько крутые, что-то не готовят и все прочее, да. Ну, бывают разные гости, как говорится, да. Да, здорово. Хорошо, что нужно сделать, с чего начинаем? Так, начинаем, скорее всего, с хлеба, да, у нас багет, да? Ну, можно вот так взять с доской. Хорошо. Давайте. И вот каким образом будете резать? Давайте, нет, чуть-чуть, давайте чуть более-менее продоль. Побольше веку. Вот так. Шеф любит делать Не так, а вот. как... Подлиннее получается. подлиннее получается, да? Побольше. Подлиннее. Анна, мне отправили ваше досье до передачи, я с ним ознакомился. И реально тот случай, когда можно сказать спортсменка, комсомолка, красавица, умница. Так? Да, можно сказать так. Здорово. Да. Ну, Рассказать, да, да? рассказать, да. Откуда вы такая и как дошли до жизни такой? Так, я хомусист-импровизатор. Я Это знаю. мой, можно сказать, хобби. Люблю играть на хомусе, петь фольклор. Также являюсь доцентом кафедры информационных технологий, так как да, Институт математики и информатики ЦВУ. Защитила кандидатскую техническую Вы и ученый, и доцент еще. Да. Ну, это вообще крутота. Защитила я его... Да, этого было бы достаточно Да, для да. успешной карьеры, да. А вы еще и хомус. Да, и вы еще и участница всевозможных конкурсов красоты и всего прочего. Давайте, ну, с чего-то, откуда корни? Корни родители. Мама Савин Татьяна Васильевна из Медгина Кангаласского Луса. Я тоже. Папа Татинский, Егор Михаил Валентинович. Конечно, проявила любовь к фольклору и хомусу бабушка Савина Раиса Афанасьевна. Вот, и науки, конечно, мои родители. После окончания университета успешной. Подожди, вы где учились? Я училась во второй школе города Якутска. Так. Потом решила, что хочу связать свою жизнь с информатикой, потому что я видела, что компьютер постоянно IT, и прочее, растет. Да, растет, развивается. Хочу его связать с Ну своей и жизнью. наверняка способности какие-то были. Скорее всего, да. Нет, ну это не просто же так. Ну то есть, когда вчерашний выпускник думает выбор профессии, ну все равно что-то же. Так. Так. Я буду раскладывать, да? Да. Ну, вы раскладываете и тут рассказываете. Творожный, наверное, сыр. Да. Открою. У Петра там есть ложка. Лёшка. Который Да, передать. передаватель ложит этой передачи. Возьму. Вот так. Так, Семен, побольше, да, скорее всего? Ну,
без фанатизма. Мгм. Хорошо. Если хотите наесться, то много можно. Мгм. Это точно. Ну, передача наша выходит же вечером, а сейчас практически утро. В принципе, для завтрака как раз это самое то. Потому что прелесть нашей передачи заключается в том, что гость готовит, либо мы его заставляем, либо сами готовят, а потом мы это все съедаем Мгм. в кадре. И ребята вот стоят, операторы, режиссеры. все Утром, это. получается, это показ. Нет, как раз передача выходит вечером. А, вечером. Да, мы Ага. снимаем вот сейчас утром, да. Поэтому я же говорю, как раз для завтрака самое то, что вы готовите. Я как раз не завтракал, только кофе пил. Ну, типа, Итак, не отвлекаясь, ну, мы можем стоять молча, да, но все-таки нужно кулинарное ток-шоу. ток-шоу. Да, да, поэтому рассказывайте, пожалуйста. Так, Закончили университет. университет, Московский государственный технический университет гражданской авиации. Вот, после этого, как закончила, решила По, поступить по специальности. по специальности вычислительные машины, комплекс системы сети. Ну, коротко, это инженер как программист. Ага. Потом решила, что хочу идти дальше. Поступила в аспирантуру тоже в МГТУ, же? в МГТУ гражданской авиации. И успешно защитила кандидатскую уже в 2016 году. Вот. То есть очная аспирантура 3 года, кандидатские минимумы. Я тоже учился в очной аспирантуре, кандидатские минимумы все сданы. К сожалению, я не сделал то, что хотела моя мама, а ваша мама, скорее всего, вам не годится. Да, и Я вы думаю, да, ученые. родители гордятся. Да. Да, нет, ну, Ну, это здорово. каждый родитель гордится. Да, молодой ученый. Мгм. А мне не довелось, к сожалению. Все Да. впереди. Все впереди. Я возможно, видела, возможно. люди защищают кандидатскую там, в 50-60 я видела. Да? Ну, Да. то есть, значит, действительно у меня все впереди. Да. Поэтому все впереди. Как было дальше в вашем случае? Так, потом во время студенчества, конечно, я активно участвовала в разных мероприятиях, участвовала, в разных фестивалях, поэтому я награждена почетными, там, благодарственными письмами. Вот, и У вас даже есть же вклад в развитие народного художественного это недавно я творчества. получила. А, недавно? Да, Ага. потому что все-таки со студенчества я участвую везде, принимаю активно и также там, занимаю первые, вторые места ага, по фольклору и по хомусу. Можно сказать, не безуспешно. Да. Вот. И участвовала, конечно же, мисс Туяр Мако. Это было далекие 2008 Ну, скажем так, год. не такие уж и далекие, но для меня относительно. Хорошо, а для вас Да. далекие, 2008 да. Это что за год. конкурс такой? Это конкурс красоты среди студенток, которые учатся в России, центральные вузы. Так. Вот. И я там победила, и меня наградили путевкой, стажировка в Англию. 1 месяц. Очуметь. Да, Да? очень. Такая награда. Да, такая Ага. награда была. Ну, так и как студенты, ну, стажировка, да? как стажировка там. Мы жили в семье, там, получается, чтобы поближе узнать их культуру, Ну, быт. да, обычно так и делают, да. Да. И язык побольше, потому Обмен, что... по обмену, да. Да, получается. я говорила только hello, how are you, и все. How are you? Да, и все. Ну, как бы... И Лондон is the capital of Great Britain. Да. Скорее всего. Вот, и поэтому хочешь, не хочешь, начинаешь говорить. Ну да, в среде всегда так. Я думал, что английский не знаю, потом я был неделю в Штатах, я не испытывал проблем. Проблемы были американцев со мной. Наоборот, как, я так люблю говорить, прикалывались, конечно, да. А вас, в вашем случае как с языком? Как быстро научились? Быстро научилась, ну, спустя месяц, конечно, Но. не так быстро, потому что когда ты живешь в среде, повторюсь, да, как Ну да, ну, надо нет, говорить. да. Вот хочешь хлеб, да, Да. вот, грубо говоря, с колбасой. Да, да. И чтобы там сказать, надо говорить. Да, что это такое? Вот здесь, типа, bread. Да. Они сказали, Ну, стандарт. запомнили. Да. Условно и так, но- потом я поняла, что у нас же там времена, конечно, английский там говорят, а всегда в основном, даже если ты говоришь прошлое, настоящее и будущее, они понимают. Да, да. Да, вот это я поняла. Вот, ну, конечно, нужна практика, всегда надо говорить и использовать его на практике. И таким образом появляется опыт, да. А сейчас как говорите по-английски?
Ну, и, честно, не очень, потому что уже давно, как пандемия началась, как бы 2020 года, Ну, не выезжала. В основном по, выездов нет. да, по России в основном. ну да, ну без практики тяжело, да, забывается. Да, да. Так. Его намазали. всё А нормально. Семен что-то там нарезал. Ух Да, ну, ты. ну потихоньку сейчас продолжим. В принципе, это быстрое блюдо. Да. Мгм. И поэтому у Семена есть вопрос. Да. Да. Получается, с готовкой вы на ты или на вы все-таки? Я, честно скажу, на «вы». Да. Мгм. Получается, у вас нет такого коронного блюда или есть все-таки? Коронное- Какое-то выученное или так? Мясо по-французски я делала. В А. студенческие годы и последнее время там курица-гриль у меня хорошо получается прям. Вот. Ну, стандартный имеется. Ну да. Ага. А как выглядит ваш рацион обычно? А? Как выглядит ваш рацион, Рацион. да, в вашей семье? Рацион либо каша, либо яичница. Завтрак. Завтрак, да. У Мгм. меня, Обязательно бутерброд. кофе, скорее всего? Кофе обязательно, Да, да, без кофе ага. не могу. Так, и обед, конечно, если в будние дни это на работе. Там, ну, в основном стараемся брать с собой. Там это рис на пару, курица на пару и овощи, потому что всегда разрезаны в виде огурцы, помидоры. Ну и ужин. Ужин когда как, честно. Потому что мы после работы обычно я иду на спорт, возвращаюсь поздно. и Я поэтому- упоминал, вы спортсменка. Да. Вот. Но это спорт чисто для здоровья, для поддержания Ага. себя. Ну вот в этой тонусе. форме, чтобы оставаться. Да. Ну это правильно. Да, и поэтому бывает, что люблю вот вечером творог, сметана, банан, орехи грецкие и добавляю этот сладкий варенье, любое. Специально следите за, ну сейчас же говорят, да, правильное питание, кто-то там как бы живой подсчет делает и все прочее. Ну, Как это и в вашем честно случае? нет. Нет, Честно, нет. Все подряд. Да, потому что это истощение организма, скорее всего. Наоборот, будет обратная сторона, когда будет диета Ну, жесткая, вот это. Ну вам, наверное, с генетикой просто повезло, или как? Ну, я думаю, может быть, да. Но Да. я по росту-то, у меня папа высокий, Ага. поэтому просто папы. Ну, обмен веществ хороший, все прочее, здоровье нормальное. Ну, то есть, Тут вот а можете себе позволить что-нибудь такое, ну, которое сейчас вроде как считается, ну, якобы вредным? Кола, чипсы, кола фастфуд. могу в месяц один раз себя. Строго один раз. Да, потому что газировка все-таки оно для организма плохо. Ну, отражается кожа, потом живот все равно Пучит, вздутие, да, пучит. вздутие живота Эспомизан, шутка. поможет вам. Да, поможет вам. Ага. Что еще? Конечно, пицца, вот эти роллы, Бургеры. бургеры. Я пробую. Но Кушаете? это не каждый день, конечно. Ну, понятно, да. Ага. Но ничто не человеческое вам не чуждо, получается. Ну, все равно баловать такими надо. Потому если что бы- организм требует же. Да. А какое любимое блюдо? Или есть что-нибудь такое, которое можете кушать каждый день? Я вот опять вопросы Семена задаю, потому Да. что Семен молчит. Ну, я вообще хотел сказать, что, может, есть ли такое блюдо, ну от которого вообще невозможно отказаться? Прям На не праздник пришли, Да. лежать условно фаршированные караси, ну, обязательно первым карась. Ну, например, что есть что такое блюдо? Ну, я обычно люблю, когда родители обычный вот, якутский суп. М. Вот, если я прилетаю из Сахалы- Москвы, сахалы, лапсалах. А. берескилен, аладжалан, А теперь переведите, пожалуйста. Люблю якутский суп, Ага. наваристый, когда родители приготовят, конечно, всегда ждут с нетерпением, когда с командировки приезжаю. Мамина кухня, да? Да, я заказываю, суп якутский, вот. И этот, ну, пирожки, оладушки. Наша все-таки якутская кухня, Якутская кухня. самая лучшая, Самое вкусное. самая вкусная, да. питательная. А из якутских кухней как деликатесов любите? Жеребятину, ну, есть... Ойогос. Ойогос. Да, очень Наше вкусно. все. Да. Жеребятин считается же самой полезной и этот. А Зимой особенно. К оленине как относитесь? Оленине? Да. Кстати, даже неплохо очень. Люблю. Я сама по себе люблю очень кушать. Ну, по вам не скажешь ни разу. Я поэтому же говорю, вам повезло с родителями, с генетикой, что вы можете все что угодно кушать.
Ну, как говорится, да. Спасибо родителям. Да, спасибо. Да. Поле чудес, можно привет передавать. Супругу тоже. Да, супругу тоже привет. Да. Мгм. Как оказались в компании Якутии? В авиакомпании «Якутия» расскажу, что первая работа, конечно, это ГСКБ «Алмаз-Антей», конструкторское бюро. Инженером-программистом работала. Потом где-то На каком языке пишете? на C++ был А, в это время. И потом... JavaScript еще нет? Нет, в это время нет. И когда я работала, хотела все-таки с авиацией связать свою жизнь. Искала, Чем это связано? потому что все-таки МГУ гражданской авиации. Ну, а почему туда пошли действительно? Просто вы же учились Хотела информатике. навыки свои не терять, потому что ты же все-таки во время учебы владеешь теорией, да? Ну, практики меньше же все равно, Ну, да, лабораторные да. работы Да, не да, такие, да. 100% дают. И хотелось его как бы улучшить, Применить. да, и проверить свои навыки. И как раз была вакансия ГСКБ, и я так начала работать, и потом увидела вакансию в авиакомпании «Якутия», но в Москве тоже. Как бы. Представительство Якутии. Ага. Да, но там в отделе ИТО, информационно-технологическом отделе, менеджером веб-проектов назывался. Веб-проектов. Да. Ну да, По сайтам. сайты писать. Да. И вот меня взяли, получается, с того момента работала в Москве. И вот только в 2000, если не ошибаюсь, 16 или 17 году я переехала только в Якутск, но в другом отделе. В Якутске. Ну, то есть работу предложили, и вы переехали? И либо Да. приехали, или тут работали? Предложили, и Работать я здесь. и поменяла отдел, получается. Москва не понравилась или как? Москва, почему? Мне понравилось. Понравилась С первого раза? энергия. Да. Ага. Потому что во время школы я ездила, была юнкором «Полярная звезда», наверное, слышали. Да еще и это чуть было не сказал. Да, Да. Ага. да, вот. И мы ездили по городам, получается. Ну, первый из городов это было Санкт-Петербург и Москва. Я Так. уже где-то в 9-10 классе уже хотела выбрать город, где я бы хотела учиться. М. И вот мне Санкт-Петербург не понравился, потому что он влажный, ветреный. Я почему-то заболела Да? первый день. Ну, климат Но, не всем подходит, тем не скажем так. менее, там Ну. очень исторический город, много музеев. Очень красиво, очень Да. уютно. Да, Очень хорошие люди. да, вот. А Москва мне больше климат понравился. Ага. Ну, все говорят то, что там люди грубые. Это да, если Все заметить. торопятся, все куда-то торопятся, спешат. Да. Большой слишком город. Все на ходу, вроде как, да. Ну, кому-то нравится. Энергетика, Надо вот, конечно, вот своя. эти готовы вот туда разложить уже. Мгм, мгм. А вот, да. Я вам пододвину. Семен умеет сделать красиво. Очень. Возможно быть, это... Шеф-повар. Прям Да, сразу. надо говорить шеф-повар, действительно. Он обижается, когда говорят просто повар. Потому что это две разные вещи. Мгм, да. Упомянуть одно слово, Да, уже, да, уже конечно. все. Обижается до конца своей жизни. Все, я все в черном списке. Да, вы в черном списке. Вы можете попросить прощения. Спасибо. Вдруг будет по-другому, да. Итак, вы переехали в Якутск. Мы идем постепенно. Да. Переехала в Якутск, а потом, Родные края, все прочее, конечно, да, все я свое. вот защитила, получается, кандидатску и переехала. А, еще там защитились. Здесь, да, получила диплом Ну. как кандидат технических наук и переехала, получается. И в 2017 году меня пригласили поучаствовать в конкурсе. Конкурс назывался «Краса Дальнего Востока». Так. Это в рамках Восточно-экономического форума. Да, Это и победила в этом да, конкурсе. опять. Победила. Ну, для меня было очень такой незабываемый момент, потому что там тоже обмен опытом, из разных городов все приехали, с Дальнего Востока, да, и познакомилась. Какие этапы были? Этапы. Визитка, конечно, да, себя. талант был. Вы сразу на Хамусе, конечно же, скорее всего, или нет? Да, на Хамусе была. Да, и спели. И спела. Вы, кстати, обещали спеть. Да. Да, так, хорошо. Ага. Вернемся. И Потом- еще что было? Потом было... что было? Так, талант, дефиле вечерний, вечерний выход Вечерний выход, так. и национальный, конечно, костюм. Национальный. Бикини? Не было. А почему?
Вот так вот. Такой конкурс, да? Скромный конкурс. Скромный конкурс, ну, Да. зато, Зато вы победили. да. Здорово. А почему участвуете в конкурсах? Что это дает? Ну, просто не секрет, что живет стереотип, что, ну, это как-то все несерьезно. Конкурсы- Как отпарируете конкурсы красоты, да? Потому что к ним двоякое отношение. Конкурс красоты все-таки это для меня был большой опыт. Опыт выступать Да. перед публикой все равно. Ну да, и раскрыть себя. Да, Не стесняться. раскрыть какие-то стороны свои, да. Вот. Побороть стеснительность, может быть. Да. Или вы с самого начала не такая? Ну, с малых лет я выступаю, конечно, перед публикой, да. Но все равно конкурс красоты это другой формат. Ну, Другой формат, возможно, да. чем выступать. С песней, там, хамусом. Я считаю, это другое. Потому что когда ты на конкурсе красоты, это очень другое. Потому что ты представляешь республику. Ой, ну, а и вот. ответственность, получается. Ответственность, да. Не дай бог облажаться, да? Ну, в это время я познакомилась с разными людьми, с нашей республики даже. Новые дружбы, Ага, да, новые связи. да. Так. Знания, конечно, Ну, опыт. да. Да. Потом, конечно, с 18 начала преподавать в Иркутском авиационном училище, потом в АГАТУ, ну и так с УФУ перешла. Из ИФУ ими сейчас вы Да. еще и преподаете там, ну, то есть параллельно получается. Да, А для преподаю. чего? Что это вам дает? Я люблю делиться своими знаниями. Делиться своими знаниями, проявить, как сейчас модно говорят, быть наставником. В основном же так, это очень популярно стало, быть наставником, а я люблю быть наставником именно для Коуч. студентов. Да, Коуч, да. студентов, чтобы они дальше шли. Сейчас же, в мое время было только специалист, да? Сейчас идет бакалавр и магистр. Магистр. Да, я Потом аспирантура. да, всегда говорю студентам, что идите дальше, на магистратуру, чтобы себя открыть, потому что магистерская работа все-таки это почти как кандидатская. Ну, Чуть-чуть. подготовка кандидатская, да. Да. Вот. И А почему вы в аспирантуру пошли? И помните ли тему диссертации своей? да, процесс восстановления авиационной техники в условиях авиаремонтного производства. Кратко, если рассказать, это программа, которая, мы знаем, каждый процесс восстановления авиационной техники делается по регламенту, по определенному, по формуле, да, в зависимости какая там деталь, да, и получается, они все в бумаге было. Я его автоматизировала, получается, ну, простым словами, в виде программы. Таким образом, программа... То есть специально написанная программа, да? Да. И программа, получается, показывала, какой метод наибольше оптимальный для восстановления авиационной техники. Вот. Применимо к каким самолетам? А вообще ко всем? Применимо ко всем. Но эта программа очень, получается, универсальная. Получается, я показывала то, что независимо какой тип воздушного судна, его можно увеличивать, расширять. И таким образом эта программа является актуальной. То есть автоматизирует процессы. Совершенно Так? верно. Да. Ну, я, кажется, чуть-чуть люблю тоже. Да. Так, Так, ну что ж, у нас почти все готово. Да, кстати. у нас по 2 штуки на брата. Остальные ребята. Вот можно 3, да? Положить. По 3 можно, да. Да, по 3 можно, оказывается. Так. Так, ну что, сейчас получается я последний сделаю, а последние 2-3 порции вы сделаете сами. Петр у нас давно не прикасался, как говорится. Чего для меня говорит он? А когда вы начали играть на хамусе? Так, на хамусе я с малых лет, получается, играю, вот как я повторюсь, бабушка Сагна Раиса Афанасьевна проявила любовь, она тоже играла на хамусе, и потом отдали меня в ДШИ, детская школа искусств. Спасибо. Детская школа искусств, где учителем у меня была Зоя Никитична Кычкина. Она учила меня именно по нотам играть на хамусе. И потом,
когда я участвовала на конкурсах, увидела, как играют другие. Я увидела Федору Семеновну Гоголеву и захотела туда. И у нее училась. Ну, Гоголев Федора Семеновна – это виртуоз мира, да, один из хомусист. Ну, сейчас очень много Хомусистов. Хомусистов есть. Ну, есть очень много хомусистов, а есть еще есть много хомусистов, которые стали известными не только в нашей республике, за пределами, в России и даже в мире. Это очень хорошо. Это же вообще крутотешная просто. Да, развитие нашей культуры. Но. Я считаю, что это очень правильно. Тем более, что всемирное наследие, варганы, все прочее. Тем более, что в первый варганный, ну, вы наверняка лучше меня знаете, что здесь в Якутии проводился, по-моему, да? Да. Съезд. Да, это в прошлом еще году уже было. Как Ну, раз мы один из, да, но самый первый вот здесь тоже проводился, да. Да. Вот как раз вот Спиридон Спиридонович Ширин приходил на передачу, рассказывал. Давайте вы попробуйте. Про эти, все про эти дела. Ну, Семенова вообще Попробуйте воспроизвести, да, хотел сказать Семен, что да, ли? копи-паст. Копипаст. Ты стой и готовь вопросы. Да? Он думает. Я вот так сдвину, вместо оставлю это. А так, получается, в повседневной жизни вы совсем не готовите, да? Лишь по праздникам, да, получается? По выходным. По выходным, да? По выходным. Потому что, видимо, слишком Нагружен. Да, в основном работаем, приходим вечером, а ночью, кстати, наедаться плохо. Поэтому я вот обычно творог вроде питательный и полезный. Всевозможные микроэлементы. А что за конкурс Хомуско? Хомуско. Да. Это было в 2009 году. Да, я знаю, вот здесь написано прямо Да, в 2009 году это в рамках СЭХа, республиканской СЭХ Туймады, обычно проводят такие конкурсы. Хомуско. Вот, и конкурс среди хомусистов, и нет? правильно. Да ладно. Да. Да? Да, получается только среди девушек. Они играют на хомусе, там представляют себя на хомусе. И вы выбираете тему, например, Саин, лето, да? И ты начинаешь играть. Так, ну то есть как бы времена года показать, да? Показать лето, то, что лето играешь. Ну, таким образом, это было в 2009 году. Да, я выиграла. Жалко, что вы не взяли с собой хомус. Да, но Да. сегодня могу спеть тоюк, горловое пение. Да? Ага. Пожалуйста, Хорошо? вы можете начать. Давайте послушаем. Браво! Вы пению тоже учились? Или вы сама такая? Училась. Это бабушка сперва научила. Бабушка. То есть вы с детства и пели, и хомус? И Народные песни, Асохай, Олонхо, не частушки, а эти наши якутские чабархах. Чавархах. Слушайте, больной вопрос.
для меня. Всем задаю и не перестаю задавать. Вы так хорошо поете. Каждого человека можно научить петь. Я считаю, да. Я Здорово. считаю. Потому что главное желание. Если Да. у человека есть желание Ну. и будет действовать, то есть репетировать, практиковаться, то у него получится. Хоть какую-то песню что-то делать, да? Да. Потому что я хочу петь, но не умею. Либо стесняюсь. И пою Вот, хреново. То есть, когда я начинаю... надо стесняться. Да, когда я начинаю петь, все говорят, Петя, заткнись, пожалуйста, все. И на этом заканчивать. Не надо слушать, надо пробовать Ага. и действовать. Действовать. То есть, рано или поздно получится. Конечно. Как говорится, и в 50-60 можно кандидатскую защитить, то же самое можно научиться и в 50-60. Никогда не поздно, потому что вот на Хамусе я даже учу детей, взрослых, я всегда говорю, если у вас есть желание, без слуха музыкального можно научиться. И можно учиться красиво играть, Без слуха. Ну, то есть, хотя бы какую-то песню наизусть, да? да. Ну, мне кажется, и слуха нету. Это вы так думаете, это ваши Да, комплексы какие-то сидят. рамки, как говорят, Да, да? да, да, да. А так, в целом, я Ну, думаю, смотрите, вы говорите, что вы учите, да? Кого учите? Детей, молодежь? да, взрослых. Взрослых даже так? Да. А, да? Ну, это когда свободное время Да, появляется. ну бывает, смотрите, дети же разные бывают. Да, кого-то не надо просить, сразу на стульчик начинает петь и ничего не стесняется, ничего нет. Да. Я помню, что я был маленький, говорили, Петя, спой. Я такой, нет, нет. И я где-то там даже сзади хора там своим платочком сидел, играл. Это что? Ну, дети бывают разные. Дети бывают разные, да. Все-таки, да, вот есть дети, которые я все умею. Да. да. Самые вот такие. Да. Да. Наоборот, а детей, которых стеснительных, надо раскрывать. Они еще не раскрыты. Как говорят, надо каждый вот бриллиант, да, Обтачивать. отточить огранку, тогда будет красивый такой. Поэтому алмазик его сделать бриллиантиком. Да. Ну, то есть Да. каждого можно. Каждого можно. Ну, круто. Это чисто вопрос для меня, для телезрителей, ну, хотя, может быть, им тоже будет интересно, да. Хорошо, от позитивного к негативному. У нас вопросы уже так быстро приближаются. Вы работаете в компании «Якутия». Верно. Да, поэтому сразу такой вопрос. И компания, которую все ругают. Вроде она у нас единственная компания, которая большая, авиакомпания. Что происходит? Вы готовы взять ответственность вот, за бесконечные эти отложенные рейсы и все прочее? Ответственность, как бы это... Как работник, представитель компании, да. Нет, почему? И что делается в этом для устранения вот всевозможных этих? Потому что я вот совершенно недавно прилетел, детям купил авиакомпания «Якутия» субсидии, они, ну, рейс был отложен. Задержки бывают, конечно. Задержки. Да, задержки Они до сих бывают. пор там, скажи еще, да? Они еще не Нет. прилетели, да, на каникулы нет, они прилетели, Нет, да. но- задержки бывают разные же. По неким условиям, разные причины. Но, тем не менее, наша как бы, компания, она все равно родная. Ну, потому- родная, да. потому да. что, Вот ключевое слово вот здесь, да. Ну, что делать? Это... потому что Зато даже- хорошо кормят. Иногда так говорят. Да, кормят. Потому Неплохо. что если сравнивать с другими, то кормят хорошо, Я намного лучше. Вы много летаете, наверное, Да. и также с багажом, да, в основном наши всегда найдут выход. Как вам помочь? Представители всегда там не грубые, спокойные в основном. В основном, ключевое слово. В Хорошо. основном, Ключевое да. слово. Почему? Ну, я же не Да за не, всех буду. прикалываюсь, конечно, да. Я же не знаю, кто попадется к вам. Вот. Ну, все делается для того, чтобы компания уже, скажем так, Каждый сотрудник авиакомпании вкладывает частичку себя и для любить, того, и любить свою работу. Конечно. Мне кажется, этого достаточно. Главное, Ну, то чтобы есть, производили работу над ошибками да. Конечно, и всегда работает. развивались. Это да. Хорошо, давайте поговорим про ваши мечты и про ваши цели на будущее. Кем вы еще себя видите? Вы спортсменка, красавица, художественные всевозможные таланты, ученый, преподаватель, работник престижной компании. Дальше что? Дальше расти. Да. Ну, конечно же, расти, потому что В жизнь смысле, интересна. еще вырасти? Шутка. Конечно, конечно. Нет, я имею в виду в росте. В рост нет, конечно. Части себя, потому что я считаю, что надо развиваться всегда, не останавливаться, потому что мир прекрасен, потому Ну да. что есть новые знания, можно получить новые знания, что-то взять, рисование, да? То, что я Кулинарию. люблю пробовать то, что новое.
Мгм. Вот сегодня пришла. Да. Это новый Ну, опыт почему, для меня. почему бы и нет, да? Да. Мгм. И таким образом себя усовершенствовать постоянно. Я всегда так говорю всем моим знакомым, людям, близким, что надо развивать. Не обязательно вот спортом я всегда занимаюсь для себя тоже. Мгм. Я не говорю, что я хочу быть мастером спорта. Ну да. да. Я хочу заниматься Форме. для себя, для Мгм. здоровья. Не обязательно там бегать. Можно просто А ходить. каким спортом вы занимаетесь, кстати? Вот по вечерам, говорите, ходите. Что делаете? Это в фитнес-зал хожу, получается, и кардио делаю, М. и групповые тренировки. А там что? В основном это Степ- сайкл. степ-аэробика, И да? Да, степ-аэробика. А. Ага. Почему? Еще бывают танцы, в виде танца, М. групповые тренировки. И это очень полезно. Какое-то модное направление, кстати. Потому что у людей представление, что надо обязательно тяжести поднимать. Ну, не, вот не обязательно. типа тренажеры, да? Да, не обязательно. Можете даже, если нет времени, походить. Ну, да. обязательно осенью, летом, весной. Прогулки, пешие походы. Конечно, зимой невозможно, очень Почему? холодно. Можно? Только одеться тепло, наверное. Ну да. Вот. Что там? Семен хочет опять еще один вопрос задать. Я готова. Ну, получается, в будущем вы дальше сказали, что хотите дальше развиваться, да? А в какой именно сфере? Или в каких-то новых начинаниях? Может, у вас какие-то есть планы на будущее? На ближайшие 3-5 лет? Ближайший. Ну, у нас есть семейный бизнес, это продуктовый магазин отличный. Отличный. Хотим развивать его, конечно, и идти дальше по науке, например. Потому что я постоянно пишу статьи. Доктор технических наук еще будущее. Почему бы и нет? Почему бы и нет, да? Да. Главное идти к этому. Конечно же, в прошлом году вышла замуж, поэтому планирую, конечно, детей. Это вот тоже немаловажный фактор, считаю. Как познакомились с мужем? С мужем? Да. И кто он? А мы знаем друг друга уже больше 10 лет, потому что Он очень стеснительный. 9 лет не подходил, да? мы дружили. Да, Ага. смотрел такой издалека, если Да, можно так сказать. Я учились в одном университете. в Москве. В Москве. А чему и все это время он думал? И в авиакомпании Кутя работали. Да и даже так. Да. А он ходил за вами по пятам просто, получается, может быть. Но он старше меня. Ну, и тем не менее. Ага. Вот. И таким образом сложилось. Ну, говорят же, твой человек рядом всегда. Ну, да. Да, получается так. Но это, получается, не любовь с первого взгляда. Ну, то есть вы же видели друг друга 9 лет. Все-таки некоторые люди путают слово любовь. Любовь это всегда ты видишь человека надежного, своего человека родного, который хочешь идти вперед. Он себя показал поступками, как относится ко мне, к моим родителям, да? То есть и я таким же образом. И таким образом мы решили создать семью. Потому что это, конечно, не любовь с первого взгляда. Ну как да, да. бывает Не в том просто. понимании, которое обычно бывает. Человек увидел и все. Да, ну, Да, конечно же, тех глазах. это тоже имеет место быть. Ну, У кого-то да. бывает такое, да? Бывает, что- бывает, да. И Да. вполне успешно бывает иногда. Да, да, с этим я не спорю. Да. Вот, но у нас такое Ну, получается. пути Господни неисповедимы. По-разному может быть, да? Итак, друзья, с общими усилиями у нас уже все готово. Да, надо пробовать. В общем. Конечно. Ну как, Сimoну я спасибо. же подал ложку, Аня намазывала Творожный сыр. творожный сыр на Сыр, брускетты, да. Семен собирал, одну собирала Аня. Давайте, ребят, давайте действительно попробуем. Давай, Так, может, мы все с одной попробуем по одной. Остальное дадим Семочке. Ребятам, да? Ну, я вот это уже, учитывая то, что Да, я не если тронул, потронул, хотя вот эти тоже возьмите трогали. посередине, или где там хотите. Приятного аппетита нам. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Бон аппетит. Ну, как не сказать, просто вкусно. Вкусно и полезно. Да, И просто. правильно подобранные ингредиенты. Сейчас дожую и задам вопрос. Хамусом вы занимаетесь с детства. Правда, что хамус лечит?
Хамус лечит. Даже в основном используют медитации. Медитация, потому что не зря же даже вот есть дыхательная система, вот это Будды, вот эти буддисты в основном, да, китайцы вот утром встают и дыхательная система. Вдох и выдох. Дыхательную гимнастику делать, да. И всегда себя успокаивать. Что-то, если у вас не получилось, например, да, что-то там, ну, все может быть, да? Гармонию в тональность Вот именно. прийти, да? Да, и хамус как раз помогает восстановить нервную систему, можно так сказать, да? Что очень важно в наше время. Стрессовое время, когда... Стрессоустойчивым надо быть. Да, когда все невротики вокруг. Быть спокойным. Быть спокойным, желательно, да. А вы еще же хамус-импровизатор. Это вы себя так называете или вас так назвали? Что это такое вообще? Хамусист, импровизатор, это у нас выдают, получается, ну, как удостоверение есть. Этот, получается, хамусист, который участвовал во всех фестивалях, ну, конкурсах, побеждал, там, показывал себя, проявил себя. Получается, на конкурсе мы же импровизируем. Берем тему, например, да, ну вот как вам на конкурсе дали, лето, пожалуйста, покажите. и начинаем играть, получается. Ну, Или говорят, покажи бегущую корову. Да, и ты показываешь. Или лошадь там, например, Да, бегущих лошадей, табун лошадей покажите. Типа так, да? Да. Примерно такие темы. Ну, разные темы бывают. И поэтому называется импровизатор, то есть который может все что угодно. Да. Ну, здорово. Аня, спасибо вам большое. Спасибо вам. И да, у нас есть такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на зрительную камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие телезрители, хочу вам пожелать, конечно же, крепкого здоровья, без которого сейчас невозможно достичь поставленных целей, счастья и благополучия. А я еще раз скажу, что у нас сегодня была в гостях Анна Стручкова, красавица, комсомолка, спортсменка, ученый, хамусист, импровизатор. Аня, спасибо вам большое. Семен Тарбахов, я Петр Цупандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Просто вкусно.